Сейчас работы у сельхозцентра как никогда много. Лабораторные исследования в самом разгаре. Ведь до посевных работ остается чуть меньше месяца. От каждой культуры аграрии приносят по килограмму. Вначале зерно взвешивают и отправляют в 2 емкости. Затем она регистрирует эту пробу. Шифр, видите, вот шифр, она дает только шифр, ни хозяйства, ничего нету. На основании этого шифра и направление нам на листочке дает с этим шифром. И вот мы работаем с этой пробой. Там на это направление она отмечает, что нам конкретно определить. Жизнеспособность или влажность, или же отход, чистота и отход. Предугадать, каким будет урожай, сложно, зато легко провести предварительную проверку. Причин гибели посевов в сельхозугодий много, в числе которых инфекции, погода или насекомые вредители. Именно поэтому важно на ранних этапах выявить источник заражения. Это мы через сито просеяли, отход, это уже отход у нас идет в отход. А это семена, уже мы чистоту определяем таким методом. Вот мы перебираем семена. Если встречаются семена сорных растений, мы, значит, их поштучно отсчитываем. Битые могут быть. Вот видите, через сито прошло все. И наш образец, проба наша вот эта, видите, чистенькая. Отделив зерна, семена проверяют на влажность и всхожесть, а после очистки проводится уже полный анализ. На все про все уходит от 3 до 7 дней. Уже после всех проведенных исследований специалисты Россельхозцентра дают ГУПам необходимые советы. Обязательно должны хозяйства проверять на этот. Даем рекомендацию, что необходимо перед посевом протравить данные семена. Чтобы не было вспышек заболеваний, уже на следующий год в течение вегетационного периода различные могут быть заболевания. Если создадутся климатические условия для вспышки любого заболевания, значит, страдает уже сам хозяин данного сельхозпредприятия, урожайность уменьшается, растение угнетенно чувствует, развитие отстает в росте, все, и урожайность на этом слабеет. Именно поэтому специалисты Россельхозцентра просят не затягивать с этим, тем более сейчас, когда они прошли аккредитацию, а это значит, у наших аграриев появилась хорошая возможность проверить качество семян, не выезжая из региона. Почему мы сейчас жизнеспособность определяем? Так как семена у нас свежеубранные, это реактивом проверяется. Ну, можем и на всхожесть проверять, но это уже в течение недели ждать. А сейчас как короткий срок, до высева семян остается где-то месяц. За этот короткий промежуток вот они должны очистить, кондиционную партию образовать и дать нам знать, что у них до кондиции доведено. К слову, с сентября 2023 года проверять качество семян могут только аккредитованные лаборатории в соответствии с ГОСТом 17025. В Ингушской лаборатории все необходимое для этого имеется. Хава Гагиева, Сулейман Кастоев, Новости 24.